Он договор, они хотят сегодня, наверное, решение. А вчера же да, они уже решение сделали. Им надо сегодня только 11 месяц остался, его побыстрее. Запись тоже поставила? Здравствуйте. 11 августа 2017 года. И мы находимся в здании Первомайского суда, где происходит процесс над Скибаевым. Будет ли сегодня поставлена точка в этом деле? Будет ли вынесен приговор, пока никто не знает. Но судя по напряжению и судя по тому, сколько здесь собралось людей, все чего-то ждут. И сегодня мы будем транслировать в прямом эфире, поговорим со многими участниками, со многими людьми, которые пришли сюда, узнаем их мнение, для того, чтобы вы из всего услышанного, увиденного составили собственное мнение. Вот этим отличаются наши прямые трансляции. Сейчас мы на 180 градусов, если повернемся, то мы видим там флаги сторонников Скибаева, Читонова, их портреты, их флаги очень много. Но пускают сюда только журналистов, пускают, и посторонних, не относящихся к делу, просто они стоят за оградой. На входе, если мы повернемся туда, вот медленно, мы видим, что именно здесь, вот за этими дверями, происходит суд. Но камеры запрещены, можно только зайти с микрофоном. Поэтому, поскольку трансляции ведутся оттуда и звук пишется, интереснее будет поговорить с людьми, которые находятся снаружи, узнать их мнение и что они думают. Попробуем, давайте теперь потихонечку. Мы видим, идет дождь, кстати, сильный, и получается, что погода в Бишкеке не жаркая, но вот на самом деле это место сегодня очень жаркое. И давайте поговорим с людьми, которые, видимо, тут не один час находятся, чего-то ожидают. Как вы думаете, вы не вставайте, ваше мнение вообще, чем сегодня закончится процесс? Однозначно сложно сказать, но мы все равно подозреваем, что выносимое решение будет не соответствует закону, объективности и справедливости судебного процесса. Почему? Вот буквально на днях показывали кыргызфильм «Новая кинокомедия», называется «Кокуй кошна». Это означает, подсудимые с одной стороны и судья или власть, судебная власть с другой стороны, друг другу не слышать. То есть в этом фильме рассказывается, одна сторона неправильно занимает по форме, а другая сторона не занимает по содержанию. То есть они друг друга не понимают. Так вот, этот судебный процесс как раз и напоминает этот фильм. Откуда все это началось? До авиакатастрофы, которая случилась до часу, обстановка была другая. После этой трагедии обстановка политическая изменилась, или отношения двух политиков изменились. И, естественно, это тоже все отражается на самосознании народа. Народ сейчас следит, чем это закончится. В том числе я, как гражданин суверенной Кыргызской республики, ожидаю. Хотелось бы, чтобы суд выносил объективное, законное, справедливое решение. Но сам ход процесса показывает, когда почти 17 раз заявлялись отводы судье, даже и не только Текебаев, но и судья в вчерашнем заседании прибегнулись к медицинской помощи, то это говорит, что не все в порядке, потому что судья, торопясь, может быть, выполнить заказной суд, с одной стороны, и с другой стороны материалы дела, ход процесса, его тоже заставляет на такой шаг идти. Пошел очень сильный дождь, поэтому мы временно уйдем в укрытие.
и попробуем комментировать отсюда. Вот, кстати, очень много людей. Проливной ливень. Наверное, заходим так вовнутрь. Да, было. Ага, да. Туда. Мы пока. Да, временно попробуем здесь поговорить с людьми, но очень сильный дождь. Вот я вижу здесь человека, который, наверное, входит у нас в рекорды. Ой, какой рекорд? Это получать- моя гражданская получать- позиция. Никаких рекордов не надо. Ну, очень много митингов вы проводите, да? Что касается, вот знаете, если бы у вас была бы возможность сегодня передать, власти, наверное, какое-то послание, если бы они вас услышали, что бы вы им сказали? Вот можно вот немножко на камеру? Ага. Представим, что... Слово «власть» имеет чтобы большое да. значение. Прекратите заниматься политическим гонением. И справедливость. Вы, прежде чем делать какой-то вывод или думаете о человеческой судьбе, что такое правда, что такое неправда. А вы сейчас в данный момент занимаетесь сплошной неправдой. Это останется в истории. И вот лидер партии Атамекен, он здесь абсолютно чист. Вы просто на него хотите, делать с него политического трупа. Он не будет никогда политическим трупом. Наоборот, вы останетесь в истории Кыргызстана как политические трупы. Могли бы вы предположить такой расклад дела, который произойдет, вот если 2010 год посмотреть, и 2017, вот для меня это очень неожиданно, вот такой расклад дела. Вот, а для вас вот, закономерно ли это или нет? Нет никаких изменений. Мы, оказывается, зря кричали, орали, извините за выражение. Совершена революция, у нас будет все хорошо. Мы обманутые стали. Если сравнивать с сегодняшними дни, годами, ничего не изменилось, оказывается. Все равно мы должны бороться за справедливость, за демократию. А у нас пока этого нет. Оказывается, мы голословно кричали, верили на Атамбаева. Атамбаев что делает? Наоборот, Атамбаев, оказывается, главный режиссер сегодняшних политических игр. Интересно, найдется ли сегодня человек в суде, который будет иметь противоположную точку зрения? Ну вот поищем. Вот пока дождь еще идет, очень сильный ливень, дело приближается, почти 6 часов. И еще неизвестно, как долго затянется суд. Вся пресса находится здесь. Давайте поднимемся, посмотрим. Здесь снимать еще можно. Я вижу очень много людей в возрасте. В возрасте. Давайте поинтересуемся. Можете говорить по-кыргызски. Почему вы здесь? Что думаете по суду? Чем закончится? Яманы биле албайм. Бошотсун. Балдары жаш болду, күнөөсү жок эле. Же иш талашкан жок, же сөз талашкан жок. Эч кайыбыз жок бала ушуга кирип отурат, кириптер болуп. Жалгыз бала эле балдардын баары эң астыңкысы эми 11-дө бүтүп атат. Эң кичинекей Мырка 2 жашар. Өтө аялмет. Анан жамал талашпаса бирдеме деген жерде жүрүп эле келип эле ушуга коюп калды. Спасибо большое. Видимо, люди... Уже вы сколько дней ждете? Уже много, да? Вот говорят, очень много. Кытайдын чегарасынын бери жагынан келдик. Ушу бала үчүн. Бир эле бала эле. Жээнибиз болот, бир тууган. Это родственники одного из подсудимых. Пока дождь идет, и мы находимся в очень тесном помещении. Может быть, вы расскажете вообще ваше мнение, что сегодня происходит? Если честно говоря, Пожалуйста. если возвестилась правда, истина, то оправдание приговор должен быть.
Это я хотел сказать. Ну, а вообще, если вот у вас была бы возможность сегодня встретиться лицом к лицу с властью, предположим, самым большим человеком в Кыргызстане, вот что бы вы ему сказали? Если оправдает, да? Ну, предположим. Предположим, если оправдает, я бы сказал, все, судьям спасибо, что восторжествовала правда. Закон есть закон. Для всех одинаков, конечно. Закон восторжествует. Вот так бы я сказал. Это тоже мнение. Уважение закона. Да, это тоже мнение. Насколько я вижу, дождь еще продолжается. Вот. И собираются потихонечку. Люди не уходят. Люди ждут. Вот у нас очень как бы человек не хочет пока говорить. Вот, ну, все в напряжении. Ждем. Кстати, сегодня должен вести еще трансляцию наш хороший знакомый Адиль Турдукулов. У него прекрасный кыргызский, и эту часть он как бы брался за себя. Вот Адиль стоит. Адиль, здравствуйте. Мы как бы вот независимые блогеры, проект такой, и мы с вами договаривались, что часть репортажа будете вы вести на кыргызском языке. Вы готовы? Нет, не готов, честно говоря. Но просто надо будет идти. Но я могу дать комментарий, если вам надо. Ну, к сожалению, Адиль вот не готова. Почему? Что случилось? Ну, потому что репортажные съемки, они имеют свою специфику. Да, я думаю, что это пускай делают профессионалы в этом деле. Ну, я считаю, что вы очень фотогеничный человек. У вас всегда хорошо получается на сентябре. Ну что ж, может быть, попробуем в другой раз. Тогда давайте поговорим о том, что происходит, что вы увидели из зала суда, ваши впечатления. Закончится ли сегодня этот процесс? Ну, сейчас происходит прения, и, в принципе, процесс, он, хоть и происходил в форсированном режиме, очень многие свидетели выступили как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. И поэтому с учетом этого обстоятельства Текебаев все вот эти моменты обобщая, систематизируя, комплексно пытается объяснить, что все обвинения, построенные прокурорами, они не имеют под собой никакого юридического такого подкрепления и являются на самом деле политическими гонениями в отношении лидера фракции Атамекен. Я думаю, что он достаточно убедителен в суде. И не зря в одном из своих таких лирических отступлений он сказал, что те люди, которые незаконно возбуждали уголовные дела, включая прокуроров, сотрудников ГКМБ, они будут привлечены к ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении известного политика. Ну, как вы знаете, прокуратура попросила 10 лет. Я думаю, что гадать, конечно, сложно, но в любом случае, с учетом того, с какими правонарушениями шел этот процесс, мы видим, что, скорее всего, заключение суда, решение суда будет иметь обвинительный уклон, характер. И Текебаев, по крайней мере, в нынешний период он останется под стражей. Я знаю, что вот на вашего соратника Мауляна Аскарбекова возбудили или нет уголовное дело? Вот что там происходит? Возбудили уголовное дело, там 279 статья за призыв к насильственному свержению власти, который подразумевает год заключения под стражей. А когда это он успел призывать? Я вот не помню. Для нас тоже это загадка, потому что мы все знаем Мавляна, и, в принципе, он никогда в своих выступлениях не допускает незаконных призывов, заключений, но от наших правоохранительных органов, в первую очередь от ГКМБ, какого-либо юридического подкрепления, как мы видим в деле Текебаева и других политических заключенных, ждать не приходится. Поэтому это для нас не удивительно, и это продолжение политики, прессинга, давления и политических гонений в отношении тех людей, которые выступают за мирную смену власти, которые выступают за свободу слова, которые говорят о том, что авторитарные тенденции сейчас, к сожалению, имеют уже системный характер. Вот я слышал, что он занимался
событиями, которые произошли после крушения самолета в Дача-Су. Как вы думаете, можно ли провести параллель вот между этими событиями и вот его вызовом ГКНБ? Вот как раз таки он и говорит, что, скорее всего, возможно, это связано с Дача-Су, потому что к нему поступали сигналы с самих жителей, что к ним приходят сотрудники ГКНБ, говорят, чтобы они написали и прессинговали его, чтобы они какие-то дали отрицательные показания в отношении Аскарбекова, потому что он затронул действительно очень чувствительную тему, потому что до сих пор непонятно, кто являлся владельцем этого груза, хотя Атамбаев сам заявлял о том, что будет проведено расследование, но так мы и не поняли. И, кстати, Текебаева заключение тоже во многом, на мой взгляд, связано с тем, что он неоднократно поднимал этот вопрос и даже проводил парламентское расследование, инициировал, для того, чтобы понять, уяснить и узнать, кто является владельцем этого груза, потому что на плечи этого владельца и лежит, по сути, ответственность за гибель наших соотечественников и граждан. Вот сейчас, по-моему, Октябрьская администрация попросила ввести запрет на митинги. Но, собственно говоря, вы вот в Фейсбуке, я читал, заявляли о том, что вы выйдете в поддержку своего там соратника. Предполагаете ли вы, что вы будете задержаны, арестованы, ведь вы нарушаете закон? В принципе, задерживались несколько раз. И сам Мавлян тоже, и наши соратники тоже, другие, они заключались под стражу, приемники распределителей до 5 суток. Исключать этот факт нельзя, к сожалению. Но раз взялся за гуш, не говоришь, что идешь, что теперь делать? Но само это постановление Первомайского суда, оно незаконно. Потому что Первомайского или Октябрьского? Первомайского суда, потому что Первомайский суд охватывает и Старую площадь, и Центральную площадь, и вот эту площадь перед Первомайским судом, и перед ГКНБ, и перед Центральной избирательной комиссией. Поэтому они вынесли это постановление, но постановление по сути незаконно, даже для неюриста, потому что Конституция наша, она позволяет где угодно, когда угодно собираться на мирные собрания. У меня предложение есть такое, уважаемые зрители. Мы, наверное, будем присутствовать, когда вы собираетесь. В 2 часа перед ГКНБ в понедельник во время его призыва на допрос. Мы попробуем посмотреть, арестуют ли вот Адиля или его соратников. Это будет очень интересно. Вот. В 2 часа в понедельник мы тогда будем делать... Шоу Трумана. Нет, ну люди хотят посмотреть, на самом деле. Вот. Спасибо большое вам. Спасибо. Мне кажется, дождь немножко утих, да? Мне кажется, дождь немножко утих. Вот, но люди находятся в помещении. Давайте мы выскочим. Если будет слишком мокро, мы обратно зайдем. Но очень темное помещение, очень плохое изображение. Давайте подышим. Там дождь идет. Извините, я в прямом эфире нахожусь. Вот, я вам потом отвечу. Если посмотреть, мы далеко не пойдем все-таки. По лужам капает достаточно сильный дождик. Вот. И это является причиной тому, что на этой площадке практически очень мало людей. Вот сзади группа стоит поддержки. И в основном все люди забрались сюда. Вот, скрылись. Однако суд идет, продолжается. Пока у нас есть достаточное количество заряда на нашем LiveView, мы будем транслировать, будем оставайтесь с нами. Давайте пойдем все-таки дождик. Все-таки вот погода есть погода. Я бы с удовольствием взял интервью у людей при исполнении, вот, но, к сожалению, как правило, они не комментируют, поскольку им надо согласовывать со многими вышестоящими товарищами. Это долгая история, это бесполезно сегодня. Вот, кстати, очень молодой активист, известный. Вот, я думаю, что... Давайте такой вопрос зададим. Вы сами
присутствовали на суде? Вот ваше впечатление, как обстановка там? Вот что там может почувствовать человек? Ну, конечно, я вначале присутствовал на суде, но то, что такое впечатление оказалось, то, что это как бы не суд, а как бы судилище. Как бы со слов адвоката понял, то, что нарушений закона в этом процессе очень много. Я так, Не со слов адвоката, вот вы сами что почувствовали? Вот вы там были. ну, что я почувствовал? Я почувствовал, как бы увидел желание, как бы нежелание прокуроров работать или судов. Почему? Их нету. Ну, это же видно, что суд, как сказать, считает дело такое, фактов ничего, доказать ничего нету. И они, видно то, что суд, судья, прокурор, все понимают, то, что это дело, политическое дело, это видно политическое, это расправа над лидером оппозиции. Ну, такое дело. Вот что касается доказательств, вот какие факты на вас повлияли на ваше решение? Вот вы говорите, что это судилище. Почему? Вот буквально там 2-3 вот аргумента, чтобы вот меня убедить. Ну, вот уже, как сказать, с этого момента, как 7 лет прошло, и по нашему законодательству надо, оказывается, судить, кто дал взятку и кто получил. Но насколько мы видим, то, что господин Маевский, Модин, они гуляют на свободе. Если бы факт был бы дачи взятки, они бы тоже должны нести ответственность. А есть какие-то расписки вообще? Вот расписки, я не знаю, банковские переводы, что-то еще в этом деле? Нет, как это, никаких расписок нету, вообще ничего нет, никаких доказательств, бумаг, ничего таких нет. Только слова Маевского и Модина. Это аргумент. Если бы у вас был бы шанс поговорить с человеком, который бы повлиял радикально на сегодняшнюю ситуацию, позицию, что бы вы ему передали? Ну, я бы передал бы, если его осудят Умурбека Тикабаева. Вот у нас в Жогоркинеше был один человек, который мог говорить правду, как бы вес дать, да? Ну, не знаю, если человека осудят, это как бы будет сигнал, то, что отныне, кто будет идти против власти, критиковать, их будут судить и сажать. Это будет сигнал, то, что наше государство превратится в, не знаю, какое диктаторское или полицейское государство, и будущего нету. И таких людей, которые... Нет, ну а вот давайте поговорим. Вот в 2010 году партия Атамекен, это считалась партия фаворитом и победителем. В принципе, в 2007 году, я помню, когда были выборы, им не досчитали голоса. И все считали, что они фавориты. Однако партия Атамекен набирает не такое большое количество, да, голосов. Но сам Тикибаев находится у власти. Они как бы строят судебную систему, вот тоже активное участие принимают. И как так получается, что вот можете сказать вообще, может быть, он сам угодил в ту мышеловку, которую пытался поставить? Вот ваше мнение, вот так есть, да? Ну, как сказать, ну, это не только в Кыргызстане, ну, если посмотрим историю, Сталин, Троцкий, Янукович, Ющенко, Тимошенко, ну, как сказать, революция пожирает своих детей. Может, это как-то закон природы, и рано или поздно, кто приходит к власти, они как-то, может, не справляются со своими делами, и что они делают? Ну, что они справляются со своими, может, у них как бы много нарушений закона, коррупционных дел, и чтобы остаться у власти, они идут на такие преступления. Вот подавляющее большинство сегодня, ну, я не скажу, как бы за регионы, но горожан точно, они сегодня разочарованы. Они устали от бесконечной политической борьбы, от компроматов, от всего прочего. И их посыл, мне кажется, их к власти, это просто как бы улучшение, наверное, улучшение жизни, улучшение материального благосостояния. Вот 2010 год, 2017 год. Вот как вы думаете, вот у нас жизнь улучшилась или нет? Ну, конечно, таких, как в 2010-м убийств нету, лидеров оппозиции или как бы депутатов, доказанных убийств. Но от этого народу лучше-то не стало же. Как жили, в основном так и живем. Ну, не знаю, прокуратура. Милиция. Вот 2 недели тому назад на меня был совершен наезд. У меня, ну, до сих пор как бы мое личное дело. Ну, видно то, что я как бы в Гургае хожу. Ну, ничего не изменилось в Гургае. Там дело Вот, не в... может быть, мы и сами виноваты. Вот то, что мы голосуем, так, выбираем, может быть, Ну да, отдаем голос. отчасти сами виноваты тоже. Сами неактивны. Не надо голоса продавать. Ну, тоже, наверное. Ну, любопытное мнение. Вот, смотрим на дождик. По-моему, он уже стих.
Вот, ну, попробуем выйти на улицу всё равно. Мне хочется подойти к той группе людей. Они перекуривают, я тоже перекурю и поговорю заодно с ними. Я прошу прощения, я покурю здесь с ними, и заодно во время перекура мы узнаем последние события, что происходит. Кто в курсе чего? Что вот за последние 15 минут? Пока что, Булат, мне кажется, ясно, что одно, что сегодня, я просто не могу себе представить, что сегодня они смогут завершить суд. Хотя у нашей стране все может быть, но сегодня точно суд они, скорее всего, не завершат. Я очень буду удивлен. Ну, опять-таки могу сказать, что я уже удивляюсь последние несколько недель. Просто совершенно незаконное решение. Но вот, наверное, суд сегодня не завершен. Не завершится, потому что они даже не завершили прения. Вот то, что Эмирбек Черкеш сейчас выступает, это его выступление в прениях, а потом же еще должно быть последнее слово, потом еще что-то. Вот. И поэтому вопрос такой, меня лично интересует, они наберутся наглости, чтобы завтра объявить процесс, или все-таки в понедельник это продолжится дело? Вот пока что... Вы думаете, что здесь стратегически, чтобы было поменьше людей? С этим связано? Не рабочий день объявление? Вот кажется, что? там- Или это директивы сверху, или это, в принципе, решение самостоятельное Конечно, суда? Нет, это они сейчас просто действуют, естественно, не по закону. Все возможные нормы Уголовно-процессуального кодекса, Конституции, законов, Кодекса о выборах, все возможные просто человеческие приличия, просто какой-то рациональные какие-то вообще вещи, они все давным-давно нарушены. И все это видно... Я вас перебью. Дело в том, что вот по вашему мнению, когда начался процесс? Вот давление над свободой слова. Вот и в итоге то, что мы сегодня получаем, вот когда начался процесс? Именно Знаете, с Текебаева или раньше? Очень хороший вопрос, потому что и об этом мы должны говорить. Мы должны говорить. Некоторые из нас, когда мы пытаемся об этом говорить, нам пытаются сказать, что вот мы не должны об этом говорить, но мы должны сказать об этом. Что беззаконие и нарушения Конституции начались именно тогда, когда начали сажать депутатов Джауркинеш. Наримана Тюлеева, Ахматбека Кельдибекова, потом еще других, того же Хамчевека Кадыршаевича, других. Вот мы должны были, и сейчас тоже Эмирбек Черкеш Текебаев должен об этом публично заявить, должна заявить об этом бывшая генеральный прокурор Аида Солянова, что вот этот развал и растаптывание Конституции началось, когда и они, и общество согласились с тем, что вот нарушить принцип парламентского иммунитета. И вот у нас было какое-то вот в обществе непонимание того, что вот иммунитет не нужен. Иммунитет, он, значит, там какие-то преступники, значит, в парламенте сидят, и они должны быть равны перед законом. Нет, уважаемые друзья, дорогие кыргызстанцы, вот мы первым делом, что мы должны восстановить парламентский иммунитет. Потому что когда мы ставим на чашки весов вот интерес общества в том, чтобы наказать одного, пусть он виновен. Но речь же идет о том, что если депутат, допустим, убьет, будучи депутатом, он, естественно, должен быть арестован, естественно, должен быть привлечен к ответственности. Но когда мы сдали депутатов действующих, и когда мы позволили власти начать, вот, допустим, с тех лиц, а потом закончили Текебаевым, растоптаны все наши права, растоптана Конституция. Я вас обращу ваше внимание, что, например, в декабре 2002 года, 2001 и в январь, февраль, март 2002 года наш народ и наше общество отстояли парламентский иммунитет Азимбека Бекназарова. Мы это защитили, мы смогли это отстоять, и акаевская власть, которая пыталась тогда растоптать и все свернуть, не смогла это сделать, потому что народ
В том числе и ценой Аксайской трагедии мы смогли защитить этот важный институт парламентского иммунитета. А вот в этот раз, когда, опять же, даже Эмирбек Черкеш Текебаев приходил в качестве свидетеля, выступал на процессах Кельдебекова, других процессов, и способствовал сам, он-то попал в эту яму сам. И Аида Солянова, будучи генеральным прокурором, тоже она возбуждала эти уголовные дела по надуманным, ненадуманным, но каким-то прошлым обстоятельствам. Вот она сейчас сама ходит в суд. И, наверное, только ее не сажать, потому что она мать малолетнего ребенка. И, вот. Но и Аида Дженгишбековна, и Эмирбек Черкешевич, и мы все остальные должны сказать, вот самый главный урок. Конституцию мы должны защищать, мы должны восстановить институт парламентского иммунитета, и мы должны, как общество, должны сказать, пусть депутаты, 120 их будет, сколько их будет, они должны пользоваться стопроцентным парламентским иммунитетом, потому что эти народные депутаты от нашего имени защищают интересы государства, интересы народные и борются с властью, с прокуратурой, нажимают всем миллион врагов, Извините, но должны пользоваться иммунитетом. Я перебью. Давайте вопрос я вам задам в лоб. Вот, допустим, у вас есть шанс вернуться назад в 2010 год. Исходя из этих уроков, исходя из этого печального опыта, вот первые 3 декрета, если бы вы были первым лицом, или влияли бы на политику серьезно, вот что бы вы сделали? Вот. Нет, там историю сослагательного декрета, наклонения давай. нет. Нет, декретов, не Вот декретов. что бы вы сделали, Вот чтобы не сейчас повторялась давайте эта мы будем, ситуация? мы сейчас должны говорить о будущем. Мы не должны возвращаться в 2010 год, ни в коем случае. Это страшно, это огромная цена, кровь. Это... Как же насчет люстрации? Люстрация, я не верю в это. Знаете почему? Потому что практически люстрация произведена. Вот этот судья, так называемый Айбек Эрнисулу, и все остальные, Термейчиковы, прочие, другие, Чотоновы, которые там в Свердловском сидят, они все новенькие. Они все новенькие. Мы-то погнали всех, а они новеньких мы приняли, понимаете? Люстрация как таковая, молодые судьи пришли. Просто дело в том, что человеческая природа, мы никак не можем понять вот этих примеров мужества, гражданской вот этой смелости, какой-то законности. Но я недавно смотрел, кстати, интервью Ахматбека Кельдебековича именно вашему каналу, по-моему, Нурдину Урманбетову. Мы не представляем никакой канал. Вы не в Next? Да, ой, кстати. Новый да, проект. видите, да. Но вот на Next TV Ахматбек Кельдебекович выступал, и он сказал, уголовное наказание судей, уголовное наказание. То есть у нас статья существует, заведомо неправосудные решения, которые принимаются, и эти судьи должны быть уголовно наказаны. Почему? Потому что после 2005 году вышли люди, и они, Феликс Кулов говорит, я их простил. Потом те говорят, я их простил. Больше того, они их возвышали, других, не только судьи, прокуроры, следователи. Они, никто из них, ни после 2005 года, ни после 2010 года не был наказан. В этот раз вообще, для того, чтобы всем им внушить страх и чувство ответственности, мы должны человек 20-30 жестоко, показательно, публично привести к ответственности в соответствии с законом, не нарушая уголовные процессуальные кодексы, полностью соблюдая все нормы, но они должны понести заслуженное наказание. Без люстрации, потому что люстрация – это совсем другое дело. Ну что ж, хорошее мнение. Как вы думаете, до скольки сегодня продлится процесс? Я не удивлюсь, если у нас будет здесь и до часу, и до 2, и до 3, хотя это будет нарушение всех норм и процессуальных, и материальных, но поэтому я не удивлюсь. Но я, честно говоря, считаю, что все-таки, конечно, 2-3 дня еще осталось этому процессу. Все-таки идет дождь, я предлагаю перейти в укрытие какое-нибудь. Там давайте продолжим, поговорим, может быть, кого-то еще спросим. Вообще дождь это хорошо. Это очень хорошо. Это должно. Мы классно. долго ждали этого дождя, поэтому, честно говоря, Праздник. это воздух чище будет. Может, знак Божий? Ну, я в Бога не верю, так что я считаю, что
кыргызский народ, значит, заслуживает чистого воздуха. Коллеги из сентября, они тут днюют, ночуют, ведут репортажи, причем у них тоже прямые трансляции идут. И благодаря им мы как бы слышим, да, вот вашего лидера Текибаева. Вот. Давно не спали? Сколько не спали? Здорово. Процесс башталгандан бери эле негизи уйку аз болуп атат. Негизинен адам ушундайда жанагы негизинен өзүңүн жашооң тынч болгону менен баары ойлонуп отуруп уктай албайт экенсиң, мындайдачы. Я его понимаю, я тоже иногда снимаю, занимаюсь операторской работой. Это довольно-таки непросто, поверьте вообще мне. Ну, как думаете вообще? Дух команды у сентября, вот я знаю, что вы его поддерживаете. Чындык эч качан өлбөйт деген сөз бар. Биз ишенебиз, качандыр бир мезгилдерде чындык жеңип чыгат. Ошондуктан бизде дух баштагыдай эле. Себеби биздин жүрөгүбүздө чындык жашап атат. Зарыла, в принципе, редко очень можно увидеть в кадрах, поскольку всегда он стоит за камерой. Но вот тут шанс у людей посмотреть, вот Зарыл. Те передачи, которые, острые передачи, репортажи, Зарыл. Пойдемте вовнутрь, посмотрим, поговорим с кем-нибудь еще, что делается. Вот. Здесь мы подойдем к вам еще, да, попозже? Ваше мнение, процесс, как скажете? Хорошо. Ну, хорошо, что день не жаркий, хорошо, что нет солнца. Это облегчает, наверное, задачу вот здесь стоять. Мы буквально ведем минут 30. Очень тяжелая атмосфера. Очень тяжело здесь находиться. Хотя идет дождик прохладно. Я не представляю, как и что чувствуют люди в такую жару вообще, в такое пекло. Это, наверное... Ну, опять же, люди сидят. Ну, все ждут, занимаются какими-то занятиями, читают ВОП, читают. Ожидание. Вот, кстати, надпись интересная. Ведется видеонаблюдение, нас тоже снимают. Мы независимый канал. Независимый канал. У нас... Вернемся. Давайте с вами поговорим, может. Ну, можно на улицу. Да? Можно по-кыргызски, вам удобнее будет говорить. Вы тоже освещаете события, тоже пишете об этом, как журналист? Мен сотко журналист катары дагы ошол саясий процесстин кандай өтүп атканын байкоо үчүн келдим. Буга чейин Садыр Жапаровдун сотуна да катыштым. Ошондо дагы аны караколдо болгон митингге тиешеси жок деп актады. Анан кийин бирок ошол митингде болгон бир окуя менен күнөөлүү деп тапты да. Бул жерде баа соттор 200-дүүлүгүн көрсөтөт. Ошол эле убакта бүгүн Текебаев менен Чотоновдун сотуна көптөн бери күбө болуп атабыз. Негизги айыптоочу Маевскийдин көрсөтмөлөрү жалган, жала, баягындай доомат болгону далилденди. Ал берген акчасынын суммаларын. Я извиняюсь, все-таки идет дождь, вода попадает на камеру, да? Не очень хорошо, все-таки надо войти вовнутрь. Давайте там продолжим. Давайте здесь, ага. Посветлее. Текебаевдин козголгон кылмыш боюнча да баштан аяк күбө болуп атабыз. Бул жерде негизги айыптоочу бул Маевскийдин көрсөтмөлөрү бүт жалган болуп чыкты. Ал акча бердим, каражат бердим деди, бирок берген кишисинин атын билбейт. Ал берген киши кол жазма жаздырып алган эмес. Эч кандай далил жок да. Бунун баары саясий куугунтук. Текебаевга ушу 7 жылдан бери эч кандай кылмыш козголуп же болбосо мындай суракка чакырылган эмес.
качан Текебаев Атамбаевдин туура эмес жүргүзгөн саясатын сынга алып баштаганда, качан ал анын туура эмес саясатын күнөөлөп баштаганда бул кылмыш козгоду да. Буну ал биринчиден ошол өч алуу максатында, экинчиден келаткан президенттик шайлоого катыштыруу максатында ошо Садыр Жапаровду дагы, Өмүрбек Текебаевди дагы камоо максатында кылмыш козгоду. Бүгүн мен ойлойм, мыйзам үстөмдүгү жок Кыргызстанда. Кандай күнөөлүү же күнөөлүү эмеспи деген бул биринчи маанилүү болбой калды да. Бүгүн Атамбаевга ким жакпайт, ал сөзсүз күнөөлүү болот. Бүгүн Атамбаевди ким сындайт, ал сөзсүз куугунтукка кабылат. Жана ошол жазасын алат. Бул соттук процесс дагы адилетсиз чечим чыгарат деп ойлойм. Менимче Текебаевга жаза берет. Анын күнөөсү далилденбеген күндө дагы. Рахмат, вот у меня складывается мнение, что сегодня присутствуют только одни сторонники Текебаева. Мы не услышали ни одно мнение против. Вот. И действительно приводятся очень объективные такие аргументы, когда нет расписок, да, я так понимаю, когда нет никаких банковских переводов. Вот на это как бы мне даже трудно что-то ответить, прокомментировать, что-то сказать. Мы не спрашивали девушек вообще. Попробуем поговорить с девушками, их позицию. Будем толерантны. Хотела спросить, как думаете, чем закончится сегодня процесс? Говорите просто не смотрите на микрофон. Можете скороча говорить. Чем закончится процесс? Ну, это кыргызча теория. Бул 3 февралда камаганда эле белгилүү болгон. Бул жерде саясат. Атамбаев, Текебаевди анын чындыкты сүйлөп, анын кылаткан саясатын. Я извиняюсь, сейчас мы перебьемся и вернемся. А мне надо поговорить по телефону. Я в прямом эфире. Слушаю. Айта берейинби? Мына эми биз көрүп атабыз да, Атамбаевдин референдумун, андан кийинки реформасын көрүп атабыз. Мына өчө эле кылып айтып аткан реформасы. Бир далили жок, эч бир далили жок. Эч кандай далили жок. Эч бир фактысы жок эле. Өмүрбек Чекешевди мына эми соттогон жатат. Себеби көрө албайт. Себеби ал киши такай чындыкты айтат. Ал киши эл үчүн жүрөт. Биздин Атамбаевдин мына кетип атканда кылып аткан саясатына биз такыр нааразыбыз аябай. Эгерде ушундай белгилүү ишин, мыйзам жазган кишини, мыйзамдын атасын ушундай кылса, бизди жөнөкөй адамдарды эмне кылат? Мына ушун менен биз өкүнүчтүү аябай. Мына борбордук шайлоону кылып аткан көрүп атасыңар. Эч бир шайлоо баштан электе кылып аткан көрүп атасыңар. Ушунча 50 миңден кол топтоп, 50 миңден адам ал кишини колдоп атса, эми каттатпай, мынтип соттогон. Мына күтүп атабыз, кечээ күнү 9га чейин болду. Бүгүн болсо азыр да канчага чейин болду билебиз. Мына биздин соттордун жүзү. Соттун жүзү мына. Эми эмне дейсиз, эмне кылабыз мындан ары? Кыргыз эли болсо кандай эмеге туш келгенибизди билбей атат азыр. Извините, я заметил движение какое-то. Все пошли вот вниз, может быть, что-то решается там. Давайте посмотрим. Ну, у большинства людей сомнения, и они говорят, что есть неопровержимые доказательства того, что якобы Текебаев невиновен. Ну, возможно. Но это не наша задача. Вот уже и камеры двинулись вниз. Что-то происходит внизу? Движение есть? Да, но если идут, давайте попробуем. Может быть, сегодня и закончится. Да, вот мы видим, уже собирается большое количество
народа. Если выйдут адвокаты, мы первые узнаем, что там происходило. Ну, на моих часах 6:05. Рабочее время закончено. Вот я вижу уважаемый адвокат, и, видимо, у него мы можем сразу узнать информацию. Что там происходит? Ну что происходит? По Трудовому кодексу у нас до 6 часов Да, я процессы. тоже отметил. Но судья говорит, нет, говорит, будем сегодня работать до 12. Интересно? Классно. Вчера вызывали скорую помощь. Да. Насколько были серьезные какие-то... У Эмирбека Черкесовича, у него постоянно аритмия, он постоянно сидит на лекарствах. Поэтому он пьет лекарства. Но вчера он по часам пьет лекарства. Вчера уже, когда судья уже начал дальше, ему уже время надо было пить, а он не дал этой возможности выпить лекарства или проехать. И Эмирбеку Черкесовичу стало очень плохо. Когда приезжали медики, какие-то показания медицинские, пульс повышенный? Вот что интересно получилось, что после того, да, пульс был повышенный, медики констатировали, что у него повышенное артериальное давление идет. Но сколько было? Я не был рядом, потому что медики много, отдельно. немного вот для людей было, интересно. да, повышенное было. Но, что интересно, судья потом сымитировал, что якобы ему тоже плохо, взял, пригласил медиков к себе, и оттуда медики вышли и сказали, что у него все нормально. После судьи. Ну, неизвестно, значит. Тогда будем ждать, будем думать. Какие-то новые подробности, то, что вот мы как бы знаем, мы в курсе, мы слышим, вот постоянно идут онлайн-трансляции. И вот насколько себя комфортно чувствует прокуратура? Вот если учитывать те факты, которые мы слышим, она не доработала это дело. Вот как вы прокомментируете? Но видите, здесь дело не в прокуратуре. Не доработало дело само следствие ГКНБ. Оно просто в такие кратчайшие сроки рассматривало это дело и ляпало просто одно на другом. Все даты, все, абсолютно ничего не сходится. Абсолютно ничего не сходится. Они даже, ну, сами подумайте, сотрудники ГКНБ, они даже провели воспроизведение кабинета Текебаева и пошли и показали кабинет Атамбаева. Это что, они не знали? А вот это вопрос, понимаете, это, я так думаю, это, наверное, некомпетентность самих следователей, которые просто в срочном порядке сляпали это дело и отправили быстренько с суда в суд. Может быть, им была дана команда, скорее всего, у нас у защиты складывается мнение, что в очень кратчайшие сроки надо было возбудить это уголовное дело. После возбуждения уголовного дела надо было очень в кратчайшие сроки расследовать это дело. После расследования дела в кратчайшие сроки отправить в суд. И в суде, вы сами видите, свидетели этому, что в кратчайшие сроки рассматривают и просто очень сильно хотят вынести обвинительный приговор. Но в материалах дела, вот мы сейчас полностью, Эмирбек Черкесович, мы сами, всех сторона защиты, провели полный анализ дела, и по каждому эпизоду обвинения, ну, не получается у них. Гособвинение, оно полностью потеряно. Я вот думаю, что вот это дело войдет в классику вообще вот дел. На этом деле будет будущее поколение учиться. Даже если... Это я вас перебью. Это не только классика будет. Если будет вынесен обвинительный приговор, это будет шедевр юриспруденции по беспределу. Как не надо вести дела, да? Да. Но даже если осудят, в принципе, Эмирбек Черкесович говорил, что он там недолго будет сидеть. Ну, видите, Эмирбек Черкесович, он говорит, он настроен очень... Он очень хорошо настроен, он знает, что он не виновен в этом деле, потому что материалы дела даже то же самое показывают о несостоятельности обвинительного заключения. Вот. Это дело полностью развалилось, но просто из-за того, что есть какая-то, видать, команда, что надо его осудить, они просто берут и осуждают его. Просто тут прокуратура просто взяла сверху все доводы, которые были разбиты, они сказали, нет, это факт состоялся, и в связи с этим фактом они говорят 10 лет к лишению свободы. Ну это вообще нонсенс, поражающий нонсенс. Вот вам не кажется, что, видимо, мы работаем и живем по старинке, мы не учитываем новые технологии. Ведь раньше только государственные телевизионные каналы имели доступ, освещали по всей республике. Но технологии развиваются, появляется интернет-телевидение. И вот сейчас благодаря этому
очень много людей действительно знают, что происходит в суду. Вот я, если не ошибаюсь, онлайн-трансляции идут, и это вот действует. И не приведет ли вообще, может быть, власть не знает об этом? Почему вот такое вот обострение, почему неподготовленность дела, почему, как бы, скажем, какая-то конфронтация? Ведь это все может привести, опять же, к каким-то печальным последствиям. Ну, это, конечно, недоработка власти или... Нежелательно, чтобы это привело к каким-то печальным действиям, но само вот эта спешка расследования, возбуждения уголовного дела, потом спешка расследования этого дела и спешка рассмотрения этого дела, в действительности она освещается аудиосвязью. Но если бы, к примеру, был бы государственный телеканал, то это бы в обязательном порядке тогда бы им бы разрешили. Но государственные каналы сюда не попадают только и не то, что государственный канал и частный канал не попадает только по одной причине, потому что само по себе все доводы, которые вынесены в обвинении, то эти доводы, они ломаются полностью, по каждому эпизоду они ломаются. А в связи с тем, что когда они ломаются, то суду невыгодно показывать и освещать, что все, как я сказал, доводы обвинения сломались, им невыгодно. Поэтому они это не показывают. Но благодаря тому, что есть вот частные телеканалы, там все-таки получается тот момент, что мы действительно видим, что происходит, да, и народ доходит. Но государственные каналы, которые, это тот же КТРК, Пятый канал, вот эти государственные каналы, они все практически ведут, они переиначивают. Если же, например, при каком-то эпизоде говорится, что он не брал, то обязательно государственные каналы пишут, что он брал, понимаете? Они перевирают слова, как любит выражаться наш Алмаз Шашенов, не перевирают слова, да? А здесь наоборот, государственные перевирают все это и выносят, как будто Текибаев виноват. Хотя в действительности, государственным каналам хотя бы надо было бы приехать здесь посмотреть. У меня такой вопрос. Вот вы говорите, что собственно говоря, однозначно суды на стороне против Текибаева, да, выступают. Но тут же мы видим, что принимается решение обязать ЦИК принять экзамен у Текибаева. Суды вроде как бы постановляют законное решение. Вот чем вы это можете объяснить? Если бы все было однозначно, если бы суды работали против Текибаева, они бы, наверное, на уровне Верховного или там районного суда закрыли бы это. Вот почему так Вообще получилось? это само по себе красота, понимаете? Суд ссылается, ЦИК, великий наш там доктор один наук есть, который говорит, что он по-другому переиначил и сказал, что это должен решать суд. Мы обращаемся в суд, суд наоборот дает сюда, говорит, ЦИК сам должен решить. Хотя действие и бездействие должен поставить, потому что мы подавали по бездействию ЦИКа. Мы когда это подали, они об этом просто взяли и тихонько так красиво. Вот ЦИК бездействует, вот бездействие надо прекратить. Тихо, так аккуратно этот шаркотнул. И о чем вы говорите тогда? Вот и все. Давайте перекурим, пока есть перерыв, да? Вот я тоже с позволения покурю, может быть, еще побеседуем. Вот, кстати, депутаты, вот, их очень часто. Наталья вот здесь стоит, Микен присутствует, Аида Солянова. С ними поговорим чуть позже, наверное, потому что здесь они давали очень много интервью, наверное, их видели многие. Пока все стоят и ждут, наготове камеры. Вот, это верный знак, что что-то произойдет. Вот, коллеги как бы знают. Но еще и присутствуют здесь. Но сегодня мы не видим. Вчера приезжала еще, говорят, скоро заезжала. До сих пор висят плакаты. Вот, до сих пор там стоят люди, я вижу, что... Вот, ну давайте сейчас поговорим. Извините, пожалуйста, мы ведем прямой эфир. Мы хотим узнать последние новости, что-то новое такое, что люди не слышали. Ну, первый вопрос к вам. Что происходит? Сейчас продолжаются парения. Вы, наверное, в курсе того, что выступает Ульрих Черкешич. Его выступление еще не закончено.
Но, тем не менее, все мы хорошо знаем Трудовой кодекс, рабочий день уже закончился. Но вот уже второй день подряд, вчера, заседание проходило с нарушением Трудового кодекса. Сегодня судья продолжает в том же духе, и мы не знаем, до скольки часов он будет сегодня рассматривать, но, тем не менее, люди не расходятся. Мы будем тоже, значит, участниками этого процесса. Затягивают его, вернее, растягивает судья специально, опять-таки с той целью, чтобы ускорить вынесение решения. Я вот не понимаю, зачем это нужно, какой профит для того, чтобы очень быстро завершить это дело. Вот и, наверное, люди тоже задают такой вопрос. Я думаю, люди просто озадачены тем, чтобы к выборам для народа было объявлено уже решение суда, что Текебаев коррупционер, что он совершил то преступление, которое ему инкриминировали. Хотя народ уже давно понял, что ни одного доказательства нету в деле. И это защита, и сам Текебаев уже на каждом процессе это доказывают. Но тем не менее, видимо, наверное, власть хочет, чтобы, будто народ нуждается вот в том, чтобы власть озвучила это решение. Я вот не понимаю одной вещи. Вот, собственно говоря, мы как бы думали, что в 2010 году партия Атамекен – это фаворит. Но происходят какие-то непонятные события, когда она занимает предпоследнее или последнее место. На последних городских выборах партия Атамекен даже не смогла выставить своих депутатов. Стоит ли бояться вообще вот такую партию? Ну, действительно, как бы ресурсов меньше, да, олигархов меньше. Почему как бы бояться партию, вот власти, да, предположим, боятся? Или боятся персонально Текебаева? Вот ваше мнение. Ну, я думаю, боятся и персонально Текебаева, и боятся партию. И мне кажется, боятся будут и боятся независимо от того, сколько членов в партии, насколько она в представительных органах представлена, потому что именно эта партия, она говорит правду. Поэтому боятся правды больше всего. А эта партия как раз-таки, она транслирует эту правду. Давайте предположим печальные события, когда какое-то время лидер партии будет дееспособен. Выживет ли партия без него? Как? Выживет ли партия без него? Допустим, как бы Амурбека Черкешевича осуждают на какой-то неопределенный там или определенный. Ну, я не хочу сейчас и вообще я не люблю делать какие-то выводы. На предположениях мы все равно надеемся, что справедливость восторжествует и все-таки будет принято законное решение. Спасибо большое. Я вот смотрю, началось движение, по-моему, да, перерыв закончился. И Спасибо. вот там очень большая вот теснота, пропускают буквально по одному человеку. Это вот забавно, на мой взгляд. Вот, Наталья, мы с вами еще поговорим? Не успели поговорить. Может быть, вы дадите там? Вот я задал вопрос Аиде Соляновой, очень неудобный, колючий такой. Собственно говоря, каковы перспективы Атамекена в случае печальных, так скажем, для вас событий? Сможет ли партия выжить? Сможет ли партия работать без руководителя? Нет, вы знаете, во-первых, я думаю, что все равно должна восторжествовать справедливость, да, то есть это только суд первой инстанции. Но, к сожалению, я уже вижу заинтересованность судьи. Я уже не доверяю этому суду, потому что явно есть попытки ограничить в правах. Значит, одну сторону, да, например, Умурбека Черкешевича, Четонова, например, нарушение Трудового кодекса, куча различных примеров, когда судья не удовлетворяет ходатайство, проводит вот уже в нерабочее время заседания. Это все индикаторы, показатели такой заинтересованности односторонней. То есть вот конкретно этому судье я не доверяю. Как вы думаете? Я думаю, да, то есть в нашей стране, вот, например, все же, я думаю, что количество порядочных людей больше, и они наверняка есть во всех сферах и так далее, то есть и в судебной системе в том числе, то есть есть суды, Верховный суд в конце концов, да, есть другие инстанции, потому что я считаю, что на самом деле, да, вот провал судебной реформы – это самая большая катастрофа для нашего государства, но мы должны работать над тем, чтобы была все же надежда, да, чтобы пример даже нашей партии Атамекен беспрецедентным гонениям подвергается. Наш лидер, члены партии
оппозиционной партии, лидер парламентской фракции Джогур Кукинеш, официальный оппозиционный. Это пример того, как, к сожалению, медленно сворачивается, умирает в агонии демократии. Но в том числе на примере нашей партии Атамекен, я надеюсь, что мы покажем и хороший пример, когда все равно справедливость и свобода должны восторжествовать. То есть даже в этой системе должны быть люди принципиальные и честные. Точно так же, как в ЦИКе. Их не большинство, но 3 члена ЦИК, они все же высказали свою позицию с тем, чтобы не нарушать Конституцию, допустить Текебаева к сдаче теста. Точно так же, я думаю, что как бы в любой системе есть такие люди. Я думаю, что пример борьбы партии Атамекен и в парламенте, и так далее, он для Кыргызстана тоже очень важен, как для становящейся демократии. Все же не нужно дать, так сказать, ей умереть. Сейчас мы видим вот агонию на самом деле, агонию институтов демократии, агонию государственных институтов, сворачивание свободы слова, сворачивание независимости судов. Это происходит. Но я считаю, что партия Атамекен, она имеет свою историю сторонников. И по всей стране, вот, собирая подписи, мы разговаривали с людьми. Очень большое количество людей, сторонников, они высказывают свою поддержку. Поэтому говорить о том, что будет, скажем так, сейчас непростой период в партии, но как раз и остаются неподхалимы, которые приходят только ради власти, ради средств и так далее. Но в партии очень много честных, принципиальных людей. Они проявляются именно в трудные времена. И как раз вот и при сборе подписей, и вот в этих митингах, да, и вообще вот во всех в разных ситуациях мы увидели и чувствуем поддержку, причем простых людей, которые абсолютно искренне хотят достичь Наталья, справедливости извините, я вас в стране. перебью. Поэтому я У думаю, меня что вот- будущее у партии Атамекен было, есть и будет, и оно сильное. У меня вот такой вопрос. Вот мы все в 2010 году считали, что партия Атамекен фаворит. Но произошли события, она набирает меньшее количество голосов. На последних выборах она не может даже участвовать в городских выборах. Что это вообще? Это вы столкнулись с олигархами вообще, да? С капитализмом, я не знаю, с людьми, конкурентами, другими партиями, у которых больше ресурсов. Вот в связи с этим вообще, учитывая этот опыт, вот что бы вы сделали в 2010 году, окажись вы там заново? Какие ошибки? Вы знаете, на самом деле, я думаю, что самая большая ошибка не конкретно партии Атамекен, а в целом. Большая ошибка вот всей ситуации власти, которая не смогла удержать принципы демократии в государстве, постепенно позволяет вот такому беззаконию происходить, заключается в том, что нет у власти на сегодняшний день мотивации к изменениям. То есть гораздо проще, оказывается, все же существовать в привычных коррупционных схемах, потому что тоже бакиевское окружение, люди из акаевского окружения, они сейчас принимают решения, причем де-факто, не де-юре. То есть, находясь на различных позициях, а многие из них просочились уже и на официальные позиции, принимают решения официально, оказывают давление на различные институты, не имея на то конституционных прав и полномочий. То есть вот это происходит. То есть на самом деле нежелание менять комфортную среду для коррупционеров, людей, которые хотят урвать свой кусок пирога. И в принципе их будущее страны очень мало беспокоит. Их интересует своя личная перспектива и будущее. Количество таких людей у власти достаточно много на сегодняшний день. И я думаю, что, к сожалению, вот большая ошибка, что не провели сразу достаточно жесткую иллюстрацию, чтобы очистить ряды практически всех ветвей власти, да, вот от таких людей. Но в этом плане, я думаю, что еще большая работа была по сопротивлению именно партии Атамекен, как принципиальной партии, справедливой партии простых людей, которые всегда поднимают острые вопросы, неудобные вопросы. Была большая работа для того, чтобы очернить членов партии, лидера. Это продолжалось несколько лет. Естественно, в подчинении власти средства массовой информации, да, поэтому идет такая вот активная пропаганда, негативная, против партии Атамекен, то есть преподносится совершенно, скажем, иная точка зрения, не то, как происходят события на самом деле, даже по этому судебному вопросу, а через официальные каналы, общественные, государственные каналы задолго до судебного процесса уже была озвучена одна точка зрения обвинительной. Маевский тут стал героем в нашей стране. То есть это работа по очернению партии, да, для того, чтобы ее уничтожить. На ваш взгляд, когда произошел перелом? Подождите, вот когда произошел перелом? Вот 2010 год. Партия Атамекен, она тоже приходит во власть вообще. Ну, СДПК, там еще ряд партий, там, Республика. Вот
Когда произошел перелом? Когда Атамекен оказался в оппозиции? Ведь многие решения, судебные системы, всю Конституцию, ведь это не без участия партии Атамекен принималось. Вот Я как бы так сказала, произошло? что да, Атикибаев, он был, есть и останется отцом Конституции, которая изменила ход истории. Я считаю, что это отменить невозможно. И это точно заслуга Умарбека Черкешевича и партии Атамекен. Поэтому я думаю, что в принципе партия Атамекен не имела, где-то не стремилась к каким-то ресурсным должностям и так далее. То есть всегда поднимала острые вопросы. В какой-то момент это стало неудобно, и членов партии Атамекен Вот в какой момент? стали отодвигать. Ну, я лично сейчас не могу назвать какой-то точный конкретный год. Проходила зачистка постепенно и, наверное, очень так филигранно, точно. И вот я думаю, что где-то начиная, вот, скажем так, с 15-16 года уже пошло обострение. В 17 году достигло вот своей кульминации, вот это противостояние между оппозиционными взглядами, которые вскрывают неприятную правду, и властью. Власть просто пытается партию Атамекен отстранить. Но в этом плане я думаю, что на самом деле они ухудшают собственное положение, потому что на фоне этой борьбы все равно скрыть информацию невозможно. Люди видят, что происходит, они дают свою оценку. Еще раз скажу, что число наших сторонников за это время только увеличилось, потому что на самом деле зачищенная информация о том, что все хорошо, которая идет через государственные СМИ, она людей не удовлетворяет. Есть другие альтернативы. Есть социальные СМИ, есть новые каналы, которые работают в цифровом пакете. Есть соцсети, в конце концов. Да, есть просто, скажем, небольшая страна, люди друг друга знают. Информация, реальная информация о том, что происходит, уходит в народ. Поэтому обмануть кого-то, что все хорошо, все законно, все нормально, и вообще мы идем вперед и развиваемся, она не устраивает людей. Поэтому я думаю, что у партии Атамекен как раз-таки сейчас сложный период, но он сделал нас где-то более сильными, сплоченными. Ну, я считаю, что партия Атамекен — это древнейшая партия вообще. И у нее есть, конечно, все признаки. Вас объединяют не только там какие-то корпоративные интересы, но и есть и люди, которые идейно работают. Это да. Я думаю, что мы еще увидим очень много трансформаций, когда какая-то партия, например, начнет терять власть, сколько людей, случайных людей, выйдут из рядов партии в поисках новых, скажем так, каких-то интересов и так далее. То есть вот такой процесс трансформации на сегодняшний день происходит, потому что, еще раз, большое количество людей во власти оказалось, которые движимы личными интересами, а не определенными ценностями и так далее. Мы это должны пройти, мы это должны пережить, но нельзя оставлять борьбу с несправедливостью. То есть таких людей нужно исключать, не обеспечивать просто невозможность их участия в принятии решений, в доступе к ресурсам, потому что именно из-за этого страна просто не развивается. Спасибо большое, Наталья. Будем ждать результатов. С вами, насколько хватит наших у нас батареек. Я думаю, что батареек у нас осталось немножко. Осталось, минут 15-20, я думаю, что мы протянем еще. Очень много интервью, очень много информации. Вот, собственно говоря. Да. Какая телекомпания? Вы знаете, мы никакая не телекомпания, у нас новый проект. Мы представляем свою платформу такую независимую и постараемся, если у нас получится, стартап, быть в интересных местах и показывать людям все, как есть происходит. Как вас найти? Все как есть, без Как всякой вас найти? Нас найти можно в интернете. Вот, запишите адрес LifeView, Кыргызстан. Не Life News. Life. Я надеюсь, не Life News. Life. Я понимаю. Я говорю, Кыргызстан. я надеюсь, не Life News. Нет. Вот сейчас мы, кстати... Это вас... Нет, Вот видите, Life я даже позволяю себе курить в эфире. У нас не запрещено ничего, у нас все свободно, и у нас люди смотрят и оценивают события своими глазами. Мы не делаем оценки никакой. Live View мы, кстати, в эфире, вы в эфире. Да, сейчас эфир идет. Нет, давайте побеседуем. Почему вы сюда сегодня пришли в такой дождливый день? Наверное, я даже не знаю, разволновался. Ничего. Вы не обращайте внимания. Вот, давайте поговорим, как есть. Как считаете, суд идет? Я считаю, что вот всякий современный человек, подчеркиваю, современный, он
должен знать, что происходит в стране. И когда происходят вот такие суды, я пока не говорю судилища, я говорю пока суды. Почему? Потому что еще приговор не вынесен, еще идут разбирательства, состязательность сторон. Вот. Но меня поразило вчера, нет, позавчера, выступление прокуроров. И вот они обвиняются в коррупции, да, во взятке в $1 миллион. Я посмотрел, там до 20 или до 25, да, кажется, высшая планка. А вот, то есть, если прокуроры считают дело доказанным, то надо по максимуму просить, а не 10 лет. Правильно? Интересная мысль. Да, очень интересная мысль. То есть, если они брали $1 миллион, то надо и 25 давать, а не 10 просить. Это вот как нельзя быть немного беременным, да? Либо ты беременная, то есть, либо нет. Вот это очень интересно, потому что за что тогда? За что они просят 10 лет? За то, что не доказали, непонятно. Ну да. Вот. Если уж виновен на такую крупную сумму, то дайте по максимуму. Конечно, это нормально. Может, компромисс? То есть, ну какой же может быть компромисс, когда вы здесь, когда пусть не все средства массовой информации, но продвинутые ребята все здесь. Журналисты. Все нормальные журналисты здесь, которые хотят объективно освещать, и не только это. Вообще проблема нашего общества большая. Проблема нашего общества. Вот я гордился и горжусь, конечно, своей страной. Я гордился президентом. 2,5 года, каждый год мы Новый год встречали, у меня слезы на глазах, семья, и они. Я гордился своим президентом. Вот. Но что-то пошло не так. И у меня такое очень подозрение. Очень... Разочарование, может быть? Вы знаете, конечно, разочарование, но разочарование, оно ведь построено на каком-то эпизоде, да? Вот. А здесь похоже на систему. И система становится очень похожей на систему нашего западного старшего брата. Причем один в один. Один в один. Это плохо? Ну а что ж хорошего, если все телевидение одурманивает, зомбирует людей, как и наше телевидение. Один в один. Возьмите украинский вопрос. Один только украинский вопрос. Геббельс говорил, да, ложь, сказанная 1000 раз, становится правдой. 3,5 года и до сих пор, ну пусть уже не 86%, вот, ну по крайней мере половину уверовали, что чужое брать можно. Они не считают это же было наше. Ребята, есть... Вот когда произошла такая трансформация, на ваш взгляд? Когда? Вот этот период, ведь... У нас год. Или вообще? Нет, у нас исключительно. 10-й год мы видим, да? Год мы... Пришли революционеры вообще, какие-то реформы там, да? Судебные реформы, да. Все прочее. В итоге что получилось? В итоге мы получили то, что сейчас имеем. Потому что самое главное, люди в 2010 году поверили, что начались реформы. У нас каждый день ловили коррупционеров. У нас гаишники перестали прятаться. Сейчас к плохому быстро вернулись. И все вернулось назад. Потому что реформы – это долгий процесс. И каждый день надо работать. И если как только ты вот слабину дал, моментально возвращается. И опять мы видим этих гаишников. Почему так произошло? Кто виноват? Я думаю, что виновата власть, которая, на мой взгляд, узурпировала, полностью взяла на себя и не проводит, перестала проводить реформы. Реформы, ведь поначалу очень серьезные реформы пошли. И... Я извиняюсь. О, наверное, я извиняюсь, да. Да, мы сейчас прервемся немножко, потому что пошло движение какое-то здесь вот на входе. И мы видим, что уже люди пошли, и мы сейчас первые узнаем, что произошло. Расскажите нам. До по 8 билетов.
Да, да? Да, пока ужин привезут, покормят, потом суд продолжается. Я думаю, что до по 8 мы не продержимся, так физически будет уже темно, мы не сможем снимать. И, кроме того, и батарейки сядут у нас на Wi-Fi. Но очень удивительно, что по 8 суд будет продолжаться, и, видимо, сегодня, возможно, будет вынесено решение. Вот сейчас мы подойдем, там дают интервью, послушаем, что говорят. Баягы студенттердин текстине кире турган текст болуп атат да ушунчалык мына ийне жибине чейин баарын тизип ошолордун баарына контраргумент жасап мына Текебаевдин интеллекти кандай күчтүү экен. Мына мен ойлойм ушу жаштар силердин баарыңар үчүн бул бир чоң сабакты. Бул соттун деңгээли эмес Текебаевдин интеллекти. Текебаевка эмне кылат эле кыргыз тилинен экзамен бергенге. Мына бул бир жалгыз закон жазуучулардын бири да мына кыргыз тилинде жазгандар. Бизде болсо баары орус тилинде жазып анан кийин кыргыз тилине которуп атпайбы? Текебаев болсо кыргыз тилинде жазып жүргөн мына 25 жылдан бери ошентип жүргөн адам. Эми болсо биз мына ошо экзамене жете албай ушу жерде күйүп пишип отурган анын күйөрмандары турат. А сот болсо мына чын эле бир жагынан биз көрүп атабыз. Мен ушу сотко келгенде да мен ойлоп атам, ушу Кыргызстанда биз баарын эле тетиги башка өлкөлөрдү туурабай, жанагындай кара маскаларды кийбей эле мамтип бир күч көрсөтпөй эле ошондой эле болбойбу? Кудайга шүгүр биздин кыргыз балдар турат. Аларда бирөөдүн балдары мындай бир түшүнүктүү, бирок негизи кара маска кийип ушундай атактуу чоң саясатчыны ушинтип кайтарып ага жолотпой, аны клеткада кармаган. Бул вообще айванчылык да, айванчылык. Мен ойлойм, мына мен ушундай сотто болдум Малайзияда. Ал жерде да алардын премьер-министри өткөн замандагы Махатхир өзүнүн орун басары менен абдан катуу кармашты эле. Ошол Анвар Ибрагим дегенди соттоду. Барсак аны алып келди Татынакай. Элдин арасында отурду, партиялаштары келип аны менен учурашты. Жакшынакай эле баарына жооп берди. Анан алып кетишти. А бизде болсо эле бул бир айван болгонсуп муну клеткада кармап анан кийин эми бул унижение да, атайын ушундай унижение кылып атат да мына биздин алдыбызда, көзүбүздүн алдында. А чынында мына мен айтат элем, бул сот сөзсүз саясий заказ. Эч мындай бир эки сөз жок бул сотту баа бергенге. Саясий заказ атаандашып мына азыр эми президент Текебаевди сөзсүз камап коюшу керек экен да. Мен абдан өкүнөм, биз ушу баягы революция жасаган адамдар ушинтип бүтүп атканыбыз абдан өкүнүчтүү да. Мына Атамбаев шу жерде отурса, Атамбаевка да мен келет элем ушинтип, күйүп пишип ушинтип сүйлөйт элем. Наалат айтат элем ошол. Здесь идет очень обширное интервью. Итак, мы сейчас подведем итоги. Суд начнется в 7:30. Дано время на ужин. И после ужина, видимо, будет идти он еще несколько часов. И, возможно, поздней осенью мы, поздней ночью мы узнаем решение суда. Может быть, это будет ночь конца кыргызской демократии. Вот. Я думаю, что у нас есть ли у нас еще минут 10-15 на батарейках есть. 10-15 минут мы еще будем здесь. Мы поговорим еще с людьми, что они думают. И, видимо, потом завершим нашу трансляцию. Пока оставайтесь с нами. Вот, давайте вернемся, послушаем еще раз, что говорит наш. Можно? Извините. Мына ошол 49% бар адамдар, ошол жана эвентистер, алар сөзсүз ошону кайта өзүнө кайтарып алат. Биз ошону билип, биз ошондо эч ага тийген жокпуз.
Біз ошо 51%-ні біз алдық та, а башкасына біз ала албайбыз да, алсақ біз деле ошол баягы Айдар Акаев, Максим Бакиевден эч айырмабыз болбойт эле. Бир тыйын Кыргызстан ошого эч салбай, анан кийин биз болсо ошону алып алышыбыз керек экен. Азырда сатылбайт. Мен ойлойм, мына эл аралык соттор бар, алар бизди жеңип кетет дегенде, ошон үчүн бул баягы калп кайнабайт дегенде бул иштин да. Здесь вот выступают и спрашивает пресса, а я вижу Искена. Вот если мне нужно найти новости о том, как происходит суд по Текибаеву, я открываю страницу Facebook и ищу Искена, и у него всегда одни из первых новостей. Сейчас он занимается своим вот тоже любимым делом, он постоянно как бы транслирует, идет, помогает нам узнать трансляции. Как только вы закончите, мы бы хотели с вами поговорить. Это, наверное, один из известнейших адвокатов, который является еще и известнейшим блогером. Вот. Люди в ожидании, никто не расходится, и на наш взгляд, если камеру мы туда повернем, присутствует человек 50, немного. По периметру стоит милиция. На всякий случай мы видим, как бы есть автобусы и там. Вот, усиленная охрана. Усиленная охрана, меры безопасности. Даже вот люди с автоматами присутствуют. Здесь за эти дни было взято такое большое количество интервью, что вряд ли мы сможем узнать что-то новое сегодня. Но поговорить с адвокатом, посмотреть вот события. Может быть, сегодня и будет вынесен приговор. Это все возможно. Тем более пятница. И если суд до 7:30 предлагает работать, значит, есть какие-то у него по этому поводу планы. Но наши суды редко работают до такого позднего времени. Вот можем пока направить, давайте прорвемся немножко, вот посмотрим. Искена. Еще раз здравствуйте. Здрасте. Вот, я вот сейчас нашим зрителям сообщал, что все новости, все новости о Текибаеве я всегда смотрю на вашей странице. Спасибо. Я открываю всегда первый. Вы мой читатель, да? Прям, да, я ваш поклонник в этом отношении. Ну, давайте серьезно поговорим. На ваш взгляд, вообще, каковы причины до 7:30 сделать перерыв, а потом продолжить вообще суд? Что это? По нашему мнению, по мнению защиты политзаключенных Омурбека Текибаева и Душена Чутонова, здесь налицо идет явный политический заказ. То есть сейчас, скорее всего, у судьи есть какая-то определенная дата, определенное время, в которое он должен вынести приговор. Именно поэтому в нарушение всех действующих норм, как Трудового кодекса, так и элементарных этических норм, несмотря на то, что Омурбек Черкеш Текибаев нуждается в принятии необходимых лекарств, необходимых каких-то медицинских процедур, личных гигиены и так далее, да, несмотря на это, он все равно хочет продолжать суд и настаивает. Вы были свидетелем, если вы присутствовали, он даже сказал, что сегодня будем до 11 сидеть. Это вообще нонсенс. Я так понимаю, суд начался в 8:30. Да, в 8:30 суд начался. Вот представьте, с 8:30, и теперь он объявил цифру в 23:00, да? Как бы до этого будем идти. Это сколько будет суд идти? Давайте посчитаем. Ну, минус перерывы, минус все прочее. Да, это много получается. Это больше 12 часов. Больше 12 часов, да, там минус час на перерыв, на обед. И опять же, смотрите. Вот каково ваше состояние? Вот вы адвокат. Да. Надо реагировать? Вот насколько тяжело вам? Нет, вы видите, сейчас просто попираются все права. То есть единственная мера процессуального реагирования на незаконность и на незаконные действия суда – это заявление отвода. Сейчас мы даже это не можем заявить, потому что
при заявлении оттуда, он даже не рассматривает наше ходатайство. Просто так говорит, я не буду рассказывать, и все. Здесь уже видна и заинтересованность судьи, и в принципе, как бы это ни печально было, мне кажется, мы уже должны ждать обвинительного приговора. Ну, это мое субъективное мнение, да. Поэтому, как бы... Вы думаете, он будет сегодня приговор? Не исключено, не исключено. Потому что вы же видите, как они ускоряются. Что вчера почти до 9 вечера шел процесс. Вчера даже судья видел, что вызвали скорую помощь у Умурбек-Черкеши. Ему самому судье вызвали скорую. Кстати, мы не знаем данные. Вы не помните, какие данные установили врачи? Какое было артериальное давление? Нет, я знаю, что у Умурбек-Черкешича повышенное давление, раз. Во-вторых, он страдает аритмией, да, сердца, сердечной аритмией. Он постоянно нуждается в приеме в определенное время лекарств. Вот. Соответственно, сейчас, вот вы видели, его увезли в СИЗО на 1 час. За это время одна только проверка при вхождении в СИЗО его как минимум занимает 15 минут. 15 при выходе оттуда. Понимаете? То есть остается полчаса или там некоторое время, чтобы покушать, что-то перекусить. Да? Вот. Сейчас же опять же встает вопрос. Вот все там в СИЗО делается по режиму. Значит, и ужин дают, и так далее, и тому подобное. Правильно? А сейчас, если он до 11, значит, получается, он будет и без ужина останется, без приема лекарств. И мы вынуждены были этот вопрос поднять, потому что это настоящие признаки пытки со стороны судей. И поэтому вот теперь он сказал, давайте 1 час, пускай привезут лекарства, пускай привезут еду. Что ему как бы мешает назначить процесс на следующий понедельник, да? Ничего не мешает. Просто, скорее всего, есть какая-то дата. Возможно, эта дата сегодня, когда нужно вынести приговор, либо по их схеме там закончить прения, понимаете? То есть это чистейшее вот нарушение, произвол. Вот главный свидетель Маевский этого дела, я читал, что он не пожелал 2-й раз приехать в Кыргызстан. Что вы думаете по этому поводу? Почему? Ну, вы знаете... Хотя должен был приехать, вы да? Понимаете, здесь надо было быть свидетелем того, как выступал господин Маевский вот, в зале суда. Ведь именно после вот, его противоречивых показаний, его и там еще 2-3 свидетелей, да, сторона обвинения решила прекратить допрос. Они стали ограничиваться тем, что просто зачитывать показания свидетелей обвинения. А какие мы свидетельства не услышали? Может быть, вы расскажете? Какие важные свидетельства? Какие важные? Те даты, которые говорил Маевский, 13 мая, он сам эти даты путает. Понимаете? То есть вначале он 6 раз давал противоречивые показания, что вначале первая встреча у них была вечером в отеле «Хаят». Да? Потом он, после того, как Умурбек-Черкешич, не скрывая, с первых же показаний сказал, что у нас была встреча в Супаре. После этого он стал менять показания о том, что он был в Супаре. Это в августе, да, я так понимаю? Ну, Маевский говорит, что это было в мае. На самом деле это... Коллектив Супары вообще вы вызывали, нет? В том-то и дело, мы хотели привести коллектив Супары, хозяев, да, которые могли бы подтвердить, когда была эта встреча. Потому что Умурбек Черкешевич – это как бы та личность, которую знают все в стране. Да, вот, такую делегацию трудно не заметить. Да, поэтому, естественно, у нас были свидетели. Однако судья отказал нам в том, чтобы допросить их. Хотя, несмотря на то, что даже в недавнем интервью, которое давал депутат от провластной партии, господин Карашев, даже он сказал, что свидетелей, которые могли что-то показать по делу, обязательно надо допросить. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры еще по таким надуманным основаниям. Все свидетели говорят одно и то же. Но по логике, если все свидетели говорят одно и то же, значит, они говорят правду. Понимаете? То есть сейчас на чаше весов стало 2 очень путанных, противоречивых показания господина Маевского и Модина и больше 20 показаний политиков, действующих политиков и некоторых кандидатов в президенты. Что для нас важнее? Что для нас это? Плюс к этим показаниям у нас есть официальная хроника, видеохроника, официальные протоколы. Эти доказательства собирали не мы. Это следствие. Приобщил ли суд эти доказательства? Нет, это следствие приобщило материал дела. То есть в материалах дела есть видеозапись, где Умурбек Черкешевич Текебаев присутствует
вечером на конституционном совещании. Там есть видео, есть стенограмма. А со слов Маевского, он, оказывается, в это время сидел и пил водку в Супаре. Получается, Маевский это основной свидетель, да? Да. Обвинений. Да. Ну, как себя чувствует обвинение вообще? Вот ваше впечатление? Ну, если все рассыпалось по Нет, вашим вы словам. понимаете, как что? Вот тут до меня задавали такой вопрос. Если обвинение уверено в своих силах, собственно говоря, $1 миллион это очень большая, крупная сумма, Да. и там сроки могут Да. быть очень огромные. Однако они требуют 10 лет. Какое-то компромиссное решение. В связи с чем это? Ну, я не могу это комментировать, что задумала сторона обвинения, почему они выносят такое решение. Я вам просто скажу мое мнение. Все прекрасно все понимают. И судья, и прокурор, все это видно по их лицам, невооруженным. Это мое субъективное мнение. Однако у них есть команда, которую им надо выполнить. Вот и все. Ну что ж, сейчас перерыв, вам тоже нужно отдохнуть, большое спасибо. тоже нужно поужинать, видимо. Мы не будем Спасибо. задерживать. Вам спасибо большое. Спасибо. До свидания. Вот, я думаю, что после перерыва, наверное, судебное заседание продолжится, но, к сожалению, сейчас уже 7 часов, вот, будет скоро темнеть, и вряд ли технически нам удастся показать то, что будет здесь происходить. А под покровом ночи, наверное, будут происходить самые интересные события, к сожалению. И сегодня мы договорились еще и с Адилем. Во вторник, в понедельник я с ним дополнительно созвонюсь, когда состоится митинг возле ГКНБ. Мы тоже будем освещать его. Мы посмотрим, чем закончится их протест, поскольку по законодательству временный запрет на митинги, он введен. И формально они нарушают вот это законодательство. С другой стороны, в Конституции говорится, что митинговать можно в любом месте. И это будет тоже очень интересное событие. Мы будем, я уточню, когда, мы дадим заранее на нашей страничке, когда мы будем эту делать трансляцию. Оставайтесь с нами, смотрите с нами. Делайте выводы сами, никаких выводов мы вам не предлагаем делать. Только вы сами будете решать и наверное, смотреть, вот, исходя из того, что здесь происходит. Заканчиваю. Подустал. Я тебе говорю. Мы блогеры, мы ни на кого не работаем. Мы раскачиваем свою платформу. Домой. А? Меня заберите домой.